Алиюрт своей историей уходит вглубь веков. Нынешнее село некогда являлось частью Аланского государства, которое тогда входила вся территория Северного Кавказа. Конец XIII века стал роковым для жителей тех земель. Полчища монголо-татар двинулись на них, сметая все на своем пути, в результате чего после ожесточенных боев целое государство было предано забвению. Сегодня восстановлена историческая память – город Магаз. Алиюрт является, как и тогда, достойным его дополнением. Здесь жили люди, чьи имена стали значимы для села. Это первый глава сельсовета Джабраил Ивлоев, Чат Цычоев, в доме которого была открыта первая школа, Мурсал Цакиев, который стал первым учителем, и многие другие. В нашем селе создан совет старейшин села из числа авторитетных людей. В этот совет старейшин входят самые авторитетные люди села. Нальги Султан Мажид, Цычоев Осман, Евоев Султан, Ганижев Ваха, Индиев Джабраил Худиевич. Индиев Джабраил Худиевич очень такой влиятельный человек. Вот в любые минуты можно к ним обратиться за любой помощью. Даже он сейчас и не работает у нас, но все равно в любую минуту он оказывает помощь, он никогда никому не отказывает. Индиев Джабраил Худиевич основную часть своей жизни прожил в селе. Проработал 41 год в местной администрации. Он рассказал нам о разбивке земель нынешней территории села в 1929 году. Тогда это была пустующая территория, и переселились сюда семьи из соседнего села Сушхахи. Первым поселенцем Алиюрта стал Беймурза Цычоев. Он пользовался большим авторитетом у сельчан, как и многие другие общественные деятели, заселившиеся впоследствии. В 1957 году, когда мы переселились, здесь было где-то более 300 хозяйств переселилось сюда, где-то 1100 жителей. Известные люди в селе, здесь было Алимов, Мул, такие арабисты, вот такие известные люди. Здесь был Ганижев Султан Хамид Магометович, здесь был Богатырев Аюб Идрисович, Аушев Макшарип Гармаханович. Так известные, хорошие люди считались в этом селе. Их благородство проявлялось в том, что если в селе что-то случалось, они были, как говорится, в первых рядах, чтобы усмирить любой спор. Они во многом помогали работникам сельского совета. Примерно при сборе налогов, проведении там массовых мероприятий, период посева, период уборка. Вот первые годы, вот до последних лет, где-то 20-30 лет, большинство сельскохозяйственной работы здесь проводились вручную. Как отметил ветеран труда, жизнь села в основном строилась на ведении придворного хозяйства. Многие были задействованы в колхозах и совхозах. В современном мире с новыми стандартами и устоями сельское хозяйство перестало быть основной и единственной работой сельчан. Но есть и те, кто по сей день продолжает старую добрую традицию. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Магомед Гагиев уже давно нашел себя в этом деле. Получив сельскохозяйственное образование, Магомед всю сознательную жизнь посвятил своему делу. Домочадцы поддерживают его со своей стороны, что придает ему сил даже в зрелом возрасте с легкостью вести фермерские дела. С наступлением холодов основная работа стала, но есть добротная заготовка на зиму. Ведем мы крестьянско-фермерское хозяйство, работу в сельском хозяйстве с 2001 года. Начали по образу жизни, по образованию и по месту жительства сельскохозяйственника, поэтому нам и Богом дано сельским хозяйством заниматься. Крестьянское фермерское хозяйство, в основном у нас работники – это мои домочадцы, наемные рабочие – это во время страды, там, если не хватает, нанимаем. Основные виды деятельности – это животноводство и растениеводство, свою скотину держим и своими же кормами. И есть возможность также реализовать корма на сторону, населению, я имею в виду, как грубые, так и сочные, комбинированные корма.
Развитие малого бизнеса частично решает проблему с безработицей. Но не каждый может себе позволить открыть собственное дело. Соответственно, вопрос трудоустройства населения всегда актуален. Поэтому особо радуют открывающиеся госучреждения, которые обеспечивают дополнительные рабочие места. По словам главы администрации сельского поселения Алиюр Рашида Гагиева, в ближайшие годы в селе планируется сдача социально важных объектов. Главный проект – это строящийся цех для детского питания. На данный момент в сельском поселении Алиюр проживает 8,5 тысяч человек. И для благополучия населения начато строительство 2 детских садиков по 220 мест, каждый садик по 220 мест. На территории сельского поселения выдано 50 гектаров земли, площадь 50 гектаров под промзону, где тоже ведется цех для детского питания. И там же задействованы наши ребята с нашего села, бригады строительные. Это 25 тысяч человек рабочие места, пока они на стройке работают строителями. Это тоже для нас в будущем рабочие места для жителей. Также для этой промзоны построена, сдана, но она сейчас еще не введена в эксплуатацию, очистные сооружения для этой же промзоновской площадки. Джабраил Худиевич, ветеран труда, в 1989 году, будучи главой сельсовета, стоял у истоков сдачи здания местной администрации. В старом, но прочном здании по сей день размещены амбулатория, библиотека, отделение почтовой связи. Говоря же об образовательной системе, наш собеседник отметил школу-гимназию, которая стала своеобразной достопримечательностью села. Здесь и национальный уголок, и стенды с фотографиями, сделанными на различного рода мероприятиях. Все это указывает на то, что учителями проводится интересная, насыщенная работа в воспитании подрастающего поколения. У нас здесь гимназия, школа гимназии. Вот эту школу, можно сказать, с ближайших сел туда привозят детей, обучают хорошо. Там директором работала сейчас бывший, директор нашей гимназии, сейчас министр просвещения Хасиева Милана. Она исключительно хорошо справлялась с этой работой. У меня там учится правнучка. Так в основном у меня дети уже самому младшему уже за 50 почти. Правнучка очень довольна, учится на отлично. Вообще 4 не хочет получать, учится на 5. В этом году школа отмечает свое десятилетие, а за этот небольшой срок коллектив учреждения смог показать качественный уровень развития и воспитания сельских детей. Победы школьников в различных конкурсах, олимпиадах и спортивных мероприятиях говорит о том, что сельские простые ребята ничуть не уступают городским школьникам как в учебе, так и в творческом и спортивном развитии. Любое образовательное учреждение – это такой большой механизм, где никаких случайностей не может быть. Мы подключаем предметные кружки. Это юный филолог, лингвист, математик, химик, биолог. И вот на этих кружках наши учащиеся могут готовиться к дополнительным занятиям, именно подготовка к ЕГЭ. У нас функционируют кружки, секция баскетбол, волейбол, шахматы, шашки и другие кружки. Это танцевальный кружок, есть музыкальный кружок. И вот работа этих кружков, она как бы является отчетной именно в те моменты, когда мы готовим мероприятия. Диана, о которой с блеском в глазах рассказывал нам любящий прадедушка, учится в 3 классе школы-гимназии. Она, как и многие другие сверстники, активно участвует в общественной жизни школы. У нас самый лучший учитель по танцам Индира Исаевна. Она учит нам разные движения, танцы разные. Когда у нас бывают праздники, я всегда выступаю. Танцы – одно из любимых занятий Дианы, и кружок художественной самодеятельности по танцам при гимназии дает ей возможность проводить свободное время, занимаясь любимым делом. Когда наша группа «А ну-ка, девушки» выезжала на региональный конкурс, «А ну-ка, девушки» конкурс был, девочки нашего 11 класса, когда они заняли 1 место, приехали, они в наших национальных платьях, такие красивые, у нас и фотографии имеются. Вот в момент, когда они стояли на сцене, это удивительная картина, столько радости, что они заняли это место. Вам надо было видеть наших участников КВН, когда они заняли 1 место в районном туре и 2 место в республике. Но этот азарт был. Конечно, у них радости, и это все отражается в глазах.
Благодаря этим дополнительным занятиям у всех детей, как и у Дианы, появилась прекрасная возможность для самореализации. А как известно, развивать возможности человека следует с детства. Кто знает, может, в недалеком будущем именно эти маленькие таланты будут представлять нашу республику на большой сцене. У нас должны быть певцы, танцоры, поэты, писатели, ученые. Все должны быть. Я подрастающему поколению пожелал бы, чтобы они учились. Человека разум зависит от учебы. Если он ученый, если он грамотный, если он, как говорится, не пойдет по другому пути, он пойдет по правильному пути. Не будет искать, как говорится, нарушать, где можно нарушить закон, где можно что-то сделать, своровать что-то. Он не пойдет по этой пути. Если он будет грамотный, он себе дорогу найдет, на работу устроится. И я пожелал бы всем, чтобы родители заставляли учиться своих детей и направили их на правильный путь. В народе крепко устоялась преемственность поколений. Перенимая опыт предков, потомки сохраняют духовную и нравственную основу общества. Сегодня в Алиюрте проживают представители различных фамилий, но они едины во всех благих начинаниях. Главное для них – это родное село, процветающее в ногу со временем.